В эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Мирном завершено строительство более 4 километров газопровода на текущий год. В план газификации включено 59 домовладений. Расскажем подробнее. Якутские предприниматели облегчают жизнь бойцам СВО на передовой. О полезной инициативе. Нюрнбергский республиканский центр комплексной реабилитации для детей и взрослых с ОВЗ отметит свои 35 лет служения людям, заботы и развития. О проделанной работе. В Ленске постояльцы дома-интерната для престарелых инвалидов скручивают ленты для маскировочных сетей. О помощи бойцам СВО. В Москве подвели итоги премии «Живу». Студенческим спортом отметили и вклад Якутии. О номинации. Программу переселения россиян из аварийного жилищного фонда предложили продлить до 1 сентября 2028 года. Такой законопроект 31 октября внесли в Госдуму депутаты из Якутии. Сейчас Фонд развития территории вправе финансировать указанную программу для домов, признанных аварийными до 2017 года. А регионам необходимо расселить все объекты до 1 сентября 2025. При этом 12 субъектов, включая Якутию, не завершили программу из-за подорожания квартир и недостатка денежных средств. Поэтому якутские парламентарии предложили продлить сроки переселения до 28-го и предоставить регионам финансирование для завершения программы. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования. В Государственном собрании Илтумен состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности при добыче, транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов». Участники обсудили состояние природоохранной деятельности в регионе, меры по предупреждению разливов нефтепродуктов, а также рассмотрели проекты по ликвидации последствий аварий. Особое внимание уделили вопросам взаимодействия предприятий с надзорными органами и повышению ответственности недропользователей за экологическую безопасность. Было задано очень много актуальных вопросов. Вопросы по... У нас при транспортировке нефти большое количество, вот около 43% это дорожно-транспортные происшествия, да? На автомобильном транспорте, водном транспорте. Также были вопросы подняты по хранению на нефтебазах, так как у нас парк емкостей, да, так скажем, устарел уже, многие советских времен еще. Поэтому вопросы обновления нефтебаз также очень остро ставились. В этом году в Мирном завершено строительство более 4 километров газопровода в рамках программы социальной газификации. Работы по газификации не ограничиваются только городом. Ведется активная работа и в селах Тасурях и Орлах, где также планируется подключение к газовым сетям. Это позволит жителям получить доступ к современным удобствам и значительно упростить быт. На текущий год в план социальной газификации включено 59 домовладений на территории Мирнинского района. Это станет значительным шагом к улучшению качества жизни местных жителей, обеспечивая их надежным и доступным источником энергии. В данный момент идет конечный этап строительства большого объекта с протяженностью примерно 6 километров. Это начиная от рудовозной дороги вдоль шоссе Кирова до улицы Звездная. От этого объекта также будут подключены улицы Лесная, Интернациональная и Дорожная, Верхний поселок, также Нижний поселок, улица Ирелякская и Нагорная. Якутские предприниматели не остаются в стороне. Находясь в тылу, они облегчают жизнь бойцов СВО на передовой. Об одном из предпринимателей, чьи изделия уже эксплуатируются на передовой, расскажет Вероника Таюрская. Якутия своих не бросает. Неравнодушные граждане оказывают посильную помощь нашим бойцам. Еженедельно через опорные пункты в части, где служат якутяне, волонтеры отправляют гуманитарные посылки. В них находится все самое необходимое. С начала 2025 года к благотворителям присоединилась группа людей, изготавливающая эвакуационные тележки. Первые шаги в создании изделий были сделаны в феврале 2024 года. Именно тогда началось проектирование тележек. Есть группа людей, которая занимается вот тоже изготовлением тележек в России. Попросил у них в то время проект, чтобы здесь изготавливать и ребятам помогать. Вот они
В то время не смогли предоставить, но познакомились с человеком, у которого был другой проект, другая идея. Вот мы ту его идею доработали и вот сейчас здесь изготавливаем. Эвакуационные тележки представляют из себя колесо с приваренной прочной конструкцией, которая, в свою очередь, прикрепляется к госпитальным носилкам. Изделие вышло легким и маневренным, ведь оно изготовлено из профильных труб. Сейчас с командой изготовителей сотрудничает Союз семей Якутии «Память воинам СВО». Идея того, что сотрудничать индивидуальным предприятием Дмитрием Павловым, пришла недавно. Да? Это как бы может быть проект или еще что можно сотрудничать династиями, родственниками, да, семьями. Да. И поэтому я в группе своей родственников написала, что есть такая идея, проект, что мы можем тоже своей династией помочь фронту, ребятам и приблизить победу. Как рассказывают бойцы, тележки позволяют проходить 15 и более километров, затрачивая при этом минимум усилий. Таким образом, изделия, изготавливаемые якутянами, уже зарекомендовали себя на поле боя. Данное колесо керачите эвакуацию медиктер эвакуация раненых ülötüp yağın pitäätä. Bäälleri şüppättää данное колесо беруган айдан таару туонна yağın бремелерин кайыр. С момента начала изготовления на передовую была отправлена 91 эвакуационная тележка. В ближайшее время ожидается отправка еще 10 штук, которые так необходимы при эвакуации погибших и раненых солдат. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. А в Ленске постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов скручивают ленты для маскировочных сетей в клубки. Таким образом, они облегчают работу членам волонтерского движения «Ленский покров» и вносят свой вклад в общее дело. Делают эту работу престарелые люди с удовольствием и ждут лент с нетерпением. Сегодня у постояльцев дома-интерната есть работа на целых 2 месяца. Утро в доме-интернате для престарелых и инвалидов сегодня начинается так. В коридоре на диванах расположились постояльцы, которые скручивают ленты в клубки. Рядом с каждым большая стопка материала, который нужно подготовить для дальнейшей работы. Наши постояльцы каждый день крутят ленты, мы им помогаем, нарезаем. Они очень радуются, конечно, что им привезли ленты, крутят с удовольствием. И по комнатам, и в коридоре, везде крутят. Но они большой мешок даже умудряются за 3 часа связать. Мы им нарезаем, и они махом так ручками своими работают. Ленты ждут постояльцы дома-интерната всегда с нетерпением. Привозят их члены волонтерского движения «Ленский покров» по мере надобности. Так, на днях они доставили 12 больших мешков материала. Вот нам привозят ленты такими клубочками. Мы в свое свободное время разрезаем. У нас есть метка на 1,5 метра. Так вот. Все. Режем. И наши проживающие в свободное время тоже, они вообще крутят. Теперь на ближайшие 2 месяца есть полезное занятие для каждого проживающего. Я с 5 часов встаю и кручу. Что делают-то нам? Не будет ленты, отдыхаем. Ну, помогаем солдатам. Что нам делать-то, старикам-то? Главный, говорят, в этом деле все сотрудники дома-интерната Георгий Слепченко. Мужчина очень быстро и туго скручивает ленты в клубки, аккуратно складывает в коробки. Еще успевает проверить, как сделали другие. И если понадобится, может и поправить. Работу начинает с раннего утра, заканчивает только к вечеру. Это мы уже какой день крутим их. Выходные дни крутили, а то недели. А как пока не устанешь? Пока устанешь, отдохнешь, обратно крутишь. Так целый день. Нравится? Надо, значит, надо. Помощь надо, помогать. Горы коробок с клубками лент уже готовы к отправке в Ленский покров. Еще пара недель, и весь объем будет выполнен. И снова активисты дома-интерната будут ждать очередной партии материала. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. 35 лет в ритме жизни. Республиканский центр комплексной реабилитации для детей и взрослых с ОВЗ «Сувак» скоро отметит свои 35 лет служения людям, заботы и развития. С какими показателями востребованное во всей республике учреждение подходит к этой дате, узнавали наши коллеги из Нерюнгри.
Центр с безупречной репутацией 35 лет является островком надежды для многих родителей со всей Якутии. Основной метод работы – это у нас верботональная система, разработана хорватским ученым академиком Губерина, а также мы применяем, допустим, метод сенсорной интеграции, AB-терапию, сказкотерапию, монтессори-терапию. 16 заездов в год. Каждый заезд длится 21 календарный день. Применяя уникальные методики в реабилитации, СУВАК предоставляет действенную помощь, в частности, по запуску речи, развитию коммуникативных навыков, высших психических функций, социально-бытовых навыков. Мы живем в Якутске, сюда приезжаем уже 3-й раз. Вот, очень нравится, помогают нам очень. Вот, и у сыночка появилась речь. Мы ходим с 2022 года, как приехали сюда, так и ходим на постоянке. Очень нравится педагоги, нравится вообще все полностью. Очень хороший прогресс, особенно у одной дочки. Она начала очень хорошо говорить. У второй поведения не очень, и усидчивости не было, и все такое. Но сейчас, конечно, очень сильно они поменялись. Ежегодно через заботливые руки специалистов СУВАК проходит более 1300 человек. Уже несколько лет Центр реабилитирует не только детей, но и взрослое население, участников СВО и членов их семей, инвалидов. У меня был инсульт. Ну, он легкий был. А когда второй инсульт, я уже ничего не соображала. Я когда сюда пришла, ну, очень-очень они вежливо отнеслись ко мне. За 35 лет работы СУВАК тысячи людей нашли здесь не только квалифицированную помощь, но и поддержку и веру в собственные силы. Специалисты центра любят свою работу. Благодаря этому повышается процент успеха реабилитации. Нравится, потому что они видят результаты работы. Когда вот родители благодарны, и ты видишь вот за заезд ребенок, который молчал, произнес первые звуки, что-то сказал, что-то сделал, поэтому коллектив есть, да, держится. Накопленный опыт работы позволил Центру также стать площадкой для проведения научно-практических конференций различного уровня, а также здесь проходят курсы повышения квалификации для сурдопедагогов, логопедов, коррекционных педагогов, дошкольных учреждений, реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья и родителей. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Айсен Николаев провел совещание по подготовке к проведению федерального форума «Цифровой алмаз», который состоится в Якутске 27 и 29 ноября. Основной темой станет развитие Дальнего Востока как приоритета страны. Главная цель – обмен передовыми технологиями и совместная выработка стратегических решений для повышения качества жизни через развитие цифровой инфраструктуры. В мероприятии примут участие федеральные руководители, ведущие специалисты IT-отрасли страны. На форуме будут обсуждены вопросы подключения Арктики к национальной сети связи, интеграции современных технологий для управления ресурсами, создания новой отрасли беспилотных авиационных систем для повышения качества жизни, развития экономики. Прививая любовь к родной культуре с детства, в Якутске свои двери распахнул первый частный детский сад «Кюнтула» с оздоровительной программой и обучением на якутском языке. Что ждет малышей в новом детском саду, расскажем в нашем сюжете. Создание детского сада планировалось давно Нюргустаном и Анной Постниковыми, которые уже более 10 лет работают в сфере дошкольного образования. Он является уникальным проектом, совместившим в себе не только развитие детей в национальной среде, но и их оздоровление и безопасность. Дети наши должны быть здоровыми. Для этого мы специально организовали соляную комнату из компендайской соли. Будут кружки по нейрофизкультуре, а также будут у нас якутские национальные игры. А третье направление – это у нас самое главное – безопасность. Мы тут установили новую пожарную систему сигнализации, видеонаблюдения. И родители будут заходить только по электронным ключам, то есть, опять же, это безопасность, а по антитеррору у нас там. Детский сад оформлен в якутском стиле с учетом современных требований. Главная цель – создание комфортной, безопасной и вдохновляющей среды для детей. Всего будет 4 группы по 20 человек для малышей от 1,5 до 7 лет. Дошкольный возраст – это формативные года для любого ребенка. То есть это мы закладываем фундамент для дальнейшего образования. Поэтому они являются очень важными в воспитании детей. И мы должны привить им любовь к учебе, к родной культуре, к родному языку.
Кюнтула – это не только пример социально ответственного предпринимательства, но и важный шаг в деле сохранения и развития якутского языка и культуры, а также предоставления качественного образования детям. У нас в большинстве своем бизнес является социальным, то есть помимо того, что предприниматели зарабатывают деньги, что является конечной целью любого бизнеса, очень многие из них участвуют в социальных проектах. И это правильно, да, потому что ни одной экономикой жив человек, поэтому социальное направление в бизнесе мы поддерживаем. Уже со следующей недели детский сад наполнится веселыми детскими голосами. Здесь малыши каждый день будут познавать историю, язык и культуру своего народа. Власий Сергеев, Тимур Калмогоров, Аэлита Махно, Якутск. Каникулы воспитанники Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проводят ярко и разнообразно. Сейчас мальчишки и девчонки готовятся к торжественному концерту и благотворительной ярмарке, которые пройдут в День народного единства. Как движется подготовка, узнали наши корреспонденты. Классические бальные и современные танцы, сюжетные, парные и массовые постановки. В копилке юных артистов кружка «Золотая Грация», действующем в Алданском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, множество хореографических представлений. Особенной и неповторимой становится атмосфера каждого выступления. А сейчас ребята готовятся к концерту, посвященному Дню народного единства. На День народного единства по группам будет, и группа какая-то там просит нам какой-нибудь танец. Конечно, я всегда всем помогаю, мы ставим танцы народные. Оценивая хореографические постановки, зрители не могут не отдать должное сценическим костюмам юных артистов. Яркие, изысканные и элегантные одеяния в полной мере отражают идею выступления. Костюмы являются эксклюзивными. Наряды и убранство для каждого выступления изготавливаются в мастерской под названием «Домовенок Кузя», которая также действует при Центре помощи детям-сиротам. Вот кружок «Домовенок Кузя», они нас обшивают. Короче, все костюмы, которые вот на все танцы, которые мы выступаем, все пошито в кружке. Какая у нас есть задумка, они любые костюмы нам могут сшить. В мастерской работа почти не останавливается. Юные рукодельницы на каникулах, и творческий процесс здесь идет с утра. Чуть позже девчонки приступят к пошиву кухонных полотенец. А пока педагог раскраивает ткань, школьницы изготавливают шедевры, которые представят на благотворительной ярмарке в День народного единства. Будем собирать деньги, закупать продукты, вещи теплые и отправлять. У нас с детского дома очень много на СВО. Занятия в кружке проводятся в двух группах. Девчонки от 7 до 12 лет создают очаровательные поделки и сувениры. Также они легко могут сшить прихватки, фартук или полотенце. А старшеклассницы изготавливают вещи более сложного кроя и фасона. Поработать в мастерской юные рукодельницы могут не только по расписанию, но и в любое время, когда есть свободная машинка. В свободное время идут к нам. Свое штопают, что-то, много поделок делаем. И для себя они делают. Пока девчонки работают в мастерской, ребята собрались в музее. На днях состоится отправка очередной партии гуманитарных посылок выпускникам центра, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Грузы уже упакованы, а мальчишки хотят написать бойцам еще несколько писем. Собираем материал. Кто пошел на СВО из числа наших воспитанников, бывших воспитанников. Веду с ними разговоры по телефону, переговариваемся, насколько это возможно. Дети приезжают в детский дом после ранения, когда находятся на восстановлении или в отпуск. Мы устраиваем встречи для детей. На каникулах воспитанникам Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бездельничать некогда. Свободное от занятий время проходит увлекательно и интересно. Немаловажно также и то обстоятельство, что досуг ребят и девчонок максимально полезен. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Освоение опыта предков через ремесло. Участники творческой мастерской художественных национальных промыслов открыли в себе новые таланты. Инициатива стала обладателем гранта президента России на поддержку творческих проектов в области культуры и искусства. Об итогах проведения всех мастер-классов расскажет Анастасия Пуляева.
Проект направлен на возможность открыть себе новые таланты и освоение опыта предков через ремесло. Целых 100 человек в возрасте от 14 до 20 лет получили навыки в 5 направлениях – керамике, резьбе по кости, ювелирном искусстве, обработке бересты и национальном шитье. Творческая мастерская народных художественных промыслов, победитель гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства в 2025 году. Мы всегда желали обучить молодежь, детей к народным промыслам, которые нам наследовали наши предки. У нас очень богатая культурная традиция, в том числе по народным художественным промыслам и народному ремеслу. На освоение каждого ремесла было уделено 5 занятий. За это время каждый участник проекта сделал своими руками по 3 работы. Среди всех представленных мастер-классов наибольший интерес среди молодежи вызвало ювелирное искусство. Освоить это направление решило 14 человек. Почему именно нужно сохранять традиционное вот это вот направление именно по ювелирному делу? Да, это тоже одно из основополагающих наших народных художественных промыслов, по которой произошло от кузнечного дела. Вообще человек, когда работает руками, у него очень хорошо, сейчас особенно в современном мире, нашим перегруженным информацией, очень хорошо освобождается мозг, так скажем. Ну и творческое начало есть в каждом, вообще абсолютно в каждом человеке, и его обязательно надо культивировать. Главной целью проекта является изучение истории и возможность развить свои творческие навыки. Самый лучший подход – это, разумеется, практика. И эксперты, и наставники отмечают высокий интерес к изучению нового. Нам больше всего понравилось то, что детям было интересно. Это ювелирное дело тоже интересное дело было. Мы пришли сюда, чтобы доказать, что не только могут взрослые заниматься ювелиркой, могут даже школьники заниматься и еще продолжать древнее искусство. В рамках проекта, ставшего обладателем гранта президента Российской Федерации, реализованы разные образовательные программы и посещение профильных учреждений. Это дало подрастающему поколению не только новые навыки, но и, возможно, толчок к выбору будущей профессии. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск. В СВФУ завершилась 12-я неделя якутской культуры. Мероприятие проводится с 2013 года и стало одним из самых ярких традиций университета. Проект направлен на популяризацию якутской культуры среди молодежи. В течение 7 дней здесь проходили различные квизы, игры, гитарные вечеры и страшные истории с якутской тематикой. Кроме того, студенты устроили благотворительный концерт, собрав 40 тысяч на фонд Баргары. Завершилось все встречей с главным режиссером фильма «Айхал», выступлениями местных артистов и танцевального коллектива «Кыталык». Мероприятие мне очень нравится. Вся неделя прошла очень насыщенно, так как мы первый раз это организовываем. Для нас это большой опыт, большие эмоции. Мы очень рады, что люди к нам пришли, они активно участвовали. Разные улуцы приехали, школьники были, родители, бабушки, дедушки. Все у нас были, в основном на благотворительном концерте и на открытии. Коллектив у нас сплотился, все дружно подготавливали оформление, подготавливали программу. Получается, все дружно договаривались с артистами. Это самое сложное, мне кажется, было в работе. Вот, все в основном у нас проходило так, налегке. В Москве подвели итоги премии «Живу студенческим спортом». Отметили и вклад Якутии. Награда вручается впервые и объединяет весь студенческий спорт. От активистов и атлетов до тренеров и руководителей. Всего было представлено 40 номинаций. Лучшая студенческая команда, рекорды, индивидуальные достижения молодых людей. Не забыли про медиа и соцсети. Всего в конкурсе принимали участие десятки вузов со всей страны. Одной из главных номинаций стала награда за вклад в развитие студенческого спорта в Российской Федерации. Ее первым обладателем стал глава Якутии Айсен Николаев. Профессиональное сообщество отметило его огромный личный вклад в популяризацию здорового образа жизни и формированию приверженности к спорту среди молодежи. В прошлом году мы провели чемпионат России по спортивной борьбе, по 3 видам спорта. И мы 4 раза подряд выиграли по вольной борьбе. Общекомандном Северо-Восточный федеральный университет. И в прошлом году провели национальную студенческую футбольную лигу. Приезжали 4 команды из Москвы, Санкт-Петербурга и из Луганска. Вот. И в декабре намечается всероссийский турнир в памяти Пестерева. Такая работа очень много идет. Спортивная среда в образовательных учреждениях высшей школы, она возникает не на пустом месте. Она связана в первую очередь с доступностью занятий спортом, физической культурой у нас в городах, населенных пунктах небольших.
в Наслегах. Именно там у людей появляется возможность привить навыки, во-первых, регулярного занятия спортом, во-вторых, выявления тех или иных каких-то своих предпочтений. Все больше проектов принимают участие в ежегодном конкурсе программы поддержки местных инициатив, где победители получают субсидию на их реализацию. ДЮСШ номер 1 не исключение. Построенная в 1942 году, она является старейшим заведением, где дети занимаются по многим дисциплинам. Сегодня там обучается почти 1300 человек. Недавно в школе прошел частный капитальный ремонт внутренних помещений. А в 1926 году они планируют обновить фасад здания. В 2027 году у нас намечается юбилейный год, 85 лет. Мы на этот юбилей тоже готовимся. Внутреннюю и наружную сторону здания обновляем. Там будет обшиваться современными материалами, и после этого будет подсветка. Мы хотим юбилеев, да, чтобы все было красиво и чтобы все было современнее. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.